Всем привет! Смотрите в этом выпуске. Тестовый турнир, итоги и мнения участников, финал первого сезона Gold Series, последние подробности, Silver Series, преступление и наказание. На минувших выходных сильнейшие команды Лиги Wargaming приняли участие в тестовом турнире. Играли в формате атака-защита. Лимит 68 очков вместо привычных 42. Десятки разрешены. Соревнования получились зрелищными, а развязка неожиданной. Нави и Майнд вылетели на стадии полуфиналов. Но победителями турнира стали Unity. В решающей встрече Анатолич и компания всухую разгромили танкистов из Virtus.pro. Своими впечатлениями о тестовом формате с нами поделились сами участники. Тестовый турнир прошел успешно, мне он очень сильно понравился. Можно поэкспериментировать с набором очков, и также нужно еще доработать систему пиков и банов. В целом, я думаю, этот формат будет успешным. Атака-защита — это самая главная составляющая этого регламента, которая должна быть всегда. Это придает очень много зрелищности. Мне нравится играть на десятках. У 10-го левела есть преимущество над 8-м левелом тем, что у 10-го левела сразу открывается два класса техники. Это арта и это ПТ-САУ. В целом это круто, что возвращается арта. Я думаю, зрителям будет интереснее смотреть, так как это добавит некой зрелищности, но с точки зрения игрока мне это не нравится, и я думаю, вы знаете почему. Я бы, наверное, попробовал поэкспериментировать с очками, например, не 7.68, а попробовать 7.66. Это неким образом разнообразит технику. Также попробовал бы еще такой формат, как 7.56 или 7.54. Тогда вместо первого левела использовались танки 8-го левела, и это добавило бы в зрелищности. И также оставить атаку-защиту. Атака-защита мне понравилась, и это будет хорошим, правильным решением, если ее ведут в киберспорт. Но, я думаю, еще нужно пару тестов, чтобы окончательно понять, в правильном ли направлении мы движемся. Формат на 10-х левелах мне не понравился. Я считаю, что десятки водить не нужно. Во-первых, большой разброс по урону. Во-вторых, это артиллерия. И игрок, играющий на арте, не знает, насколько он попадет на 200 или на 2000 урона. В игре становится больше рандома. Я считаю, что на восьмерках нужно оставаться только потому, что на восьмерках уже играют 2-3 года, и нужно продолжать развивать именно восьмерки. Я бы хотел потестировать атаку-защиту в формате на 8-х левелах. Может быть, это будет не 7.42, может быть, это будет 7.54, предположим. Я считаю, что 8-е левела как минимум вносят меньше ОБР в игру. Восьмерки более сбалансированы, чем десятки. Всем понравилось разнообразие сетапов на 10-х левелах. Но со временем команды придут к тому, что будет использоваться также 10 видов техники, как сейчас на 8-х левелах. Первый тестовый турнир формата 7.68 прошел очень интересно. Мне, в принципе, все понравилось, но кое-что я бы, наверное, поменял. На мой взгляд, не все карты было интересно смотреть, и некоторые даже не очень было интересно играть. Например, Харьков оказался слишком большим. Рунберг оставил довольно такие двоякие впечатления. Может быть, эти карты я бы хотел бы убрать и вместо них добавить более интересные. Например, Энск и Мураванка. Ну и, наверное, хотелось бы переработать систему банов-пиков, потому что в результате банов многие танки мы в турнире не увидели вообще. Это, например, Батчат. Маус банился практически на всех картах. Все-таки я считаю, что все танки должны использоваться, и нужно накладывать другое ограничение. То есть, например, не более 2 Батчатов или не более 2 Маусов в одной команде и так далее. Безусловно, на десятках есть интереснее, чем на танках 8 уровня. Там больше разнообразия. И можно играть в турнире на любом виде техники. Соответственно, более разноплановые интересные тактики можно придумать, разные сочетания танков использовать. Плюс такой немаловажный фактор, что на 10-х уровнях появляется такое понятие, как броня. То есть можно легко отрикошетить, можно легко не пробить. На восьмерках, когда ты теряешь один танк, это фактически означает проигрыш боя. Здесь ты можешь потерять один или, может быть, даже 2 танка и все равно выиграть за счет мастерства, более слаженной работы и так далее. Все, в том числе командир, должны ездить на нормальные техники, которые может стрелять, танковать и так далее. То есть это намного интересней. Эклипс после годовалого воздержания очень доволен. Безусловно, мне после полуторагодовалого перерыва сложно снова играть на технике, но я думаю, это вопрос практики. 1-2, может быть, 3 месяца, и все будет в порядке. Тестовый турнир, в принципе, понравился. Наработки есть.
надо двигаться дальше. Но там есть что еще допиливать. Но в целом идея очень хорошая. Сейчас нет стоялого, постоянно атаки, постоянно экшен. Основной плюс именно в этом заключается. Пока что формат новый, будет непредсказуемый результат, потому что команды еще не наработали тактики. Со временем, когда они придумают, допустим, как поставить там деф, который невозможно выкурить, счет будет предсказуемый постоянно. То есть будет, допустим, деф постоянно выигрывать на каких-то картах, а на других картах, наоборот, атака выигрывать. Надо смотреть, во-первых, по тестам еще дополнительно, смотреть, когда уже пойдет какой-то опыт, наигрыш, тогда можно будет уже что видеть. Но первое, это точно нужно время увеличить, однозначно, потому что не хватает его реально. И второе, надо подумать, как дать командам возможность получать информацию. То есть какие-то светляки, может быть, чуть формат не 7.68 сделать, а, допустим, 7.65, чтобы, допустим, капитан сидел на пятерке, на топовом светляке, чтобы можно было как-то информацию получать, чтобы можно было заезжать с разных сторон быстрее и правильнее, скажем так, заходить с каких-то флангов. Из-за того, что не так много времени, ты поджимаешь противника, и у тебя по очень скудной информации есть всего лишь одно направление, и ты просто едешь туда. То есть, по большому счету, ты едешь вслепую. То есть, тактическая составляющая по сравнению с 7.42, она значительно меньше стала. В данном формате очень сложно захватывать базу, то есть, по сути, этого пункта для выигрыша нету, потому что этот захват очень долгий, и на захвате должны стоять боевые танки, а не Т1. Но это очень сложно сделать, то есть, возможно, стоит уменьшить время захвата для начала. Уже совсем скоро нас ждет финал сезона русской Gold Series. 4 лучшие команды лиги поборются за призовые в размере $90 тысяч. Сумеют ли Mind, Unity или TT NASCAR скинуть с трона игроков Na'Vi, вы сможете узнать из наших трансляций. Самые преданные фанаты могут прийти и поддержать любимые команды вживую. 26 и 27 июля. Минск, Президент-отель. Вход свободный. Посетителей ждет масса конкурсов и приятных сюрпризов. Приходите, будет интересно. Расписание матчей и другие подробности на официальном сайте. Ссылка под видео. Все оставшиеся матчи команд Silver Series переносятся на неопределенный срок. Официальная формулировка – подозрение ряда команд в неспортивном поведении. В кулуарах поговаривают, что некоторые особо предприимчивые капитаны усиливали свои команды игроками из Gold Series. За разъяснениями мы обратились в отдел киберспорта. В третьем раунде Silver Series мы инициировали глобальную проверку аккаунтов на предмет их передачи третьим лицам. Окончательных результатов пока нет. Нарушителей из Gold Series мы планируем дисквалифицировать сроком на 1 сезон. Провинившиеся команды из Silver Series мы также накажем. Уже стало известно, что на нарушении попались 2 игрока из команды Node. После применения санкций в команде останется 6 человек. Согласно регламенту, команда теряет право на участие в Gold Series и попадает в Silver Series без стыковых матчей. Финальное решение будет опубликовано в ближайшее время. Играйте честно. Тем временем в Азии первый сезон Лиги Wargaming уже завершился. Любимцы публики PvP Super Friends и их капитан Бэтмен на этот раз финишировали третьими. Вторыми стали Team Efficiency, но победили еще одни участники гранд-финала – корейская команда Арета. 26 июля стартует турнир «Оборона Краснодара» на призы компании Wargaming и Q-Cyber. Главная особенность соревнований – формат 7.70. Финал пройдет в столице Кубани 3 августа. Закрытие регистрации 25 июля. Так что поспешите. А у меня на этом все. Следующий выпуск программы выйдет через 2 недели. До встречи!